Уважаемые соотечественники, статистическая информация на 12 мая 2020 года. За сутки выписан 21 пациент. При отрицательных результатах анализов на коронавирус. Из них в Бишкеке 12, в городе Ош 3, в Ошской области 3, в Нарынской области 2, в Джалабадской области 1 пациент был выписан. Таким образом, всего за все время выписано 709 пациентов. В то же время за прошедшие сутки зарегистрировано 21 новый случай COVID-19. В Бишкеке 10 случаев, в Джалабадской области 3, в Нарынской области 7 случаев, в Чуйской области 1 случай. В Кыргызстане всего зарегистрировано 1037 подтвержденных случаев, из которых на Джалабадскую область приходится 147 случаев, в Ошской области 180, в городе Ош 133, в Чуйской области 87, включая 56 случаев из Солилецка, в Бишкеке 282, в Баткенской области 24, в Нарынской области 136, в Иссыкульской области 12 случаев. На сегодня в стационарах находится 316. Вчера тоже такая цифра и была, но 21 пациент был выписан, но в то же время 21 вновь выявленных мы снова поместили в стационар. В тяжелом состоянии 7 больных сегодня, из которых 4 находятся в реанимации. Средней тяжести 75 пациентов. В удовлетворительном состоянии, это легкая форма и бессимптомная, 234 больных. Умерло 12. Проведено исследование за последние сутки 1621 анализ, из которых вот 21 случай был выявлен. 4594 человека находятся под медицинским наблюдением и в домашнем карантине. Вот, ведется медицинское наблюдение. И на обсервации по Кыргызстану находится 1109 человек, за которыми ведется лабораторное наблюдение, лабораторное тестирование и медицинское наблюдение. Проводятся обсервационные меры. И хотел бы остановиться на некоторых эпидемиологических параметрах и динамике развития эпидпроцесса коронавирусной инфекции в нашей республике. Я уже сказал, выписано 688. Это составило уже 709, да? 709 выписано. 709 выписано, это 70,5%. Умерло 12, показатель летальности составил 1,2%. Значит, из тех, кто получает лечение, 2,8% это тяжелая форма, 24,4% это средне-тяжелая форма течения идет, и 72,8% заболевание протекает в легкой бессимптомной форме. Интенсивные показатели заболеваемости – это показатель числа случаев на 100 тысяч населения. Это специально принятые формы расчета для того, чтобы можно было сравнить действительно распространенность и нагрузку этой инфекции на население. Интенсивный показатель на 100 тысяч населения у нас в Кыргызстане составляет 14,9%. Вот по сравнению с Китайской Народной Республикой, где было 5,9%, потому что население, конечно, большое. В Таджикистане показатель составляет на сегодня 6,5%, в Узбекистане 7,1%, но в Казахстане интенсивный показатель составил на сегодня 27,5%. Самые высокие интенсивные показатели в перерасчете на население в Нарынской области – это 44,7% составляет. В городе Ош 36,9%, в Бишкеке 26,1%. Далее идут Ошская область 13,3%,
на 100 тысяч, Джалабадская область 11,7, Чуйская область 9,2, Баткенская область интенсивный показатель 4,5 и в Высокольской области 2,4. Не зарегистрировано случаи в Таласской области. В Высокольской области с 27 апреля не было новых случаев, но вот 11 мая текущего года было зарегистрировано 2 случая в области. Произошел завоз 2 случаев из Нарынской области. По заболеваемости некоторые данные. Основная доля приходится на возраст от 20 до 60 лет. 71% всех вот выявленных, они в возрасте в диапазоне от 20 до 60 лет. Анализ уровня заболеваемости показывает, что население в возрасте старше 65 лет болеет в 2 раза чаще, чем молодые в возрасте до 15 лет. Это соответствует статистике и других стран в мире. Доля заболевших в возрасте до 15 лет составляет 14,7% от всех заболевших. Доля населения в возрасте до 15 лет от общего числа населения составляет при этом 29,3%. Доля заболевших в возрасте 65 лет и старше составляет 10,4% от всех заболевших, а доля населения данного возраста составляет 5,3%. Вот. Это объясняется природой самого вот этого вируса, которая больше привержена вызвать заболевания лиц старшего возраста. И тем более большая доля заболевших в возрасте от 20 до 60 лет объясняется, что они были в контактах с больными COVID. Некоторые по сфере своей деятельности, это и медицинские работники, и другие специалисты, которые привлекались к борьбе с COVID-19. Среди детей до 15 лет и старше 65 лет, которые были в контакте, заболеваний было меньше. Отмечается, что они только в случае близких контактов были вовлечены. Вот, и часть заболевших были заражены в неблагополучных по эпидситуации странах. Анализ динамики развития эпидпроцесса COVID показывает, что в республике с 15-16 апреля наблюдается тенденция к некоторому снижению уровня заболеваемости, потому что увеличение числа случаев коронавирусом отмечалось с 5 по 20 апреля с наивысшим показателем абсолютным 11-12 апреля текущего года. Самый высокий уровень заболеваемости пришелся на неделю раньше прогнозируемого, а снижение заболеваемости началось с конца апреля, что связано с эффективными мероприятиями, но на сегодня при наличии большого количества завозных случаев и наличия бытового заражения при контакте, цифры у нас пока еще держатся на таком напряженном уровне. Вот. Это все, что я хотел вам сегодня сообщить.